Продолжаем практическую работу. Приступаем к мониторингу общественного объекта и заполнению карты доступности в качестве эксперта. На сайте «Доступный Казахстан» предусмотрено 3 уровня сложности проведения мониторинга объекта и, соответственно, 3 уровня сложности чек-листов. Базовая форма, форма для волонтеров и форма для экспертов. Базовую форму заполняют на небольшие объекты. Форму для волонтеров заполняют на крупные объекты обученные волонтеры, а форму для экспертов заполняют в том случае, когда необходимо точно оценить уровень доступности объекта с учетом всех недостатков, чтобы в дальнейшем на основании этой формы разработать рекомендации для адаптации данных объектов. Если вы планируете получить сертификат о 4-часовом прохождении обучающей программы, то вам необходимо изучить предыдущую 7-ю часть, провести мониторинг объекта и заполнить базовую форму. Эту часть можете не изучать и задания не выполнять. Если же вы планируете получить сертификат о 8-часовом прохождении обучающей программы, то вы изучаете данную 8-ю часть обучающей программы и выполняйте все требования. Я буду рассказывать на конкретном примере о том, какие измерения вам необходимо сделать при проведении мониторинга и какие сведения надо заносить в чек-лист. Мониторинг объекта будем проводить по функциональным зонам в том же порядке, в котором их изучали. Можно проводить мониторинг объекта и сразу же вносить данные на мобильную версию сайта. Можно провести мониторинг, сделать фотографии всех зон, а потом внести данные на компьютере. Во втором случае вам необходимо воспользоваться чек-листом, опубликованным в дополнительных материалах. Итак, приступим. Сначала вы выбираете общественный объект, на котором будете проводить мониторинг. В данном случае это центр занятости. Сначала подготовим форму для экспертов, которую необходимо заполнить по результатам мониторинга. Чтобы добавить объект, следует нажать на зеленую кнопку, расположенную в левом нижнем углу карты «Добавить объект». Открывается список форм, выбираем форму для экспертов. Заполняем общие сведения об объекте. Заполнение общей информации об объектах во всех формах одинаковое. В строке наименования пишем «Центр занятости». В строке «Другие наименования» можем написать название «Центр трудоустройства». Для чего это делается? Не каждый человек знает правильное написание организации. Вот мы и даем возможность найти объект, написав название в другом варианте. Далее необходимо поставить точку на карте там, где находится выбранный вами объект. Для этого, конечно, необходимо разбираться в карте населенного пункта. Напомню, мы заполняем карту на примере учреждения «Центр занятости», который расположен в городе Павлодаре. Если вы находитесь в другом городе, необходимо выбрать из списка ваш город. Как это делать, мы говорили раньше. Итак, мы проставили метку, она выглядит как крупная запятая по точному адресу и сразу же в адресной строке автоматически проставляется адрес объекта. В нашем случае это улица Пектурова, 115. Далее мы выбираем категорию объекта из предложенного списка. В этом списке предложены варианты всех основных сфер жизнедеятельности. В данном случае это государственные учреждения. Как только мы определились с категорией объекта, нам необходимо выбрать подкатегорию объекта, то есть более точно определить специфику деятельности. Такое дробное деление необходимо для тех пользователей, которые в дальнейшем будут пользоваться нашей информацией. В нашем случае подкатегория объекта – это акимат. Далее нам необходимо добавить словесное описание объекта на основании того, что мы увидели. Описание должно быть очень кратким. Мы должны помнить, что эту информацию могут читать пожилые люди, которые не знают новомодные слова.
или люди с интеллектуальной инвалидностью, которые понимают только краткую информацию, написанную простыми словами. Поэтому сейчас мы можем написать такой текст. Парковка не оборудована, есть электрический подъемник, есть тактильные дорожки, туалет оборудован. И прикрепляем сразу все фото. Мы заполнили общие сведения на объект и переходим к описанию доступности. Для этого нажимаем на кнопку «Далее» в нижней части страницы. Описываем парковку. Рядом со зданием есть общественная парковка, но она не оборудована для людей с инвалидностью. Нам необходимо ответить на вопросы чек-листа, например, количество парковочных мест. Рядом с каждым вопросом есть пояснение, то есть написано, как должно быть по нормативам, не менее 1 на 25 мест. Правее есть варианты ваших ответов. Неизвестно, не предусмотрено, нет, да. Мы должны выбрать один из предложенных ответов. Так как мы видим, что парковка не оборудована, нет дорожных знаков, нет разметки и нет съездов с парковки на тротуар, то в данном случае мы на все вопросы выбираем ответ «нет». Доходим до вопроса о расстоянии до входа в здание и выбираем ответ «да», так как парковка расположена на расстоянии 25 метров от входа здания. Это нежилое здание, и мы, отвечая на вопрос для жилых зданий менее 100 метров, выбираем ответ «не предусмотрено», ведь этот элемент доступности в данном случае не применим. Мы описываем общественное здание. Описываем путь движения снаружи здания, выбираем ответы. После этого система сама оценит доступность парковки для людей с инвалидностью. Даже больше, система оценит доступность парковки для людей каждой категории инвалидности. Автоматически оценит. Ниже автоматической оценки зоны есть окно для того, чтобы вы могли оставить свой комментарий в случае необходимости. Комментарий будет видеть только модератор сайта. Итак, мы ответили на все вопросы про парковку и территорию объекта. Переходим к следующей зоне. Для этого мы нажимаем на кнопку «Далее» в нижней части страницы. Там же есть кнопка «Назад», нажав на которую мы можем в случае необходимости вернуться на предыдущую страницу чек-листа. Переходим к другой зоне, которая называется «Входная группа». Эта страница разделена на несколько разделов. Сначала мы указываем количество входов в здание. Если входов от 1 до 3, то выбираем ответ «Да». На остальные вопросы про входы отвечаем «Не предусмотрено». Если количество входов другое, то «Да» отвечаем на нужной нам строке. Остальные ответы «Не предусмотрено». В нашем случае вход 1, отвечаем «Да» на первой строке. Следующий вопрос. Вход на уровне земли. Отвечаем «Не предусмотрено», так как у здания есть лестница и электрический подъемник. На уровне земли, как мы помним, это вход прямо с асфальта. Для него не требуется ни лестница, ни пандус, ни подъемник. Последовательно отвечаем на каждый вопрос чек-листа. Нам необходимо оценить элементы лестницы, электрического подъемника, площадки перед входной дверью, самой входной двери, тамбура. Отвечаем на все вопросы без пропусков. Чем тщательнее мы ответим на вопросы, тем точнее система оценит доступность входной группы и самого объекта. Для удобства представляем вам изображение всех элементов входной группы и часть чек-листа. В дополнительных материалах мы разместили результаты нашей с вами практической работы, которую сейчас делаем, чтобы вы смогли наглядно просмотреть все ответы, которые мы проставили, заполняя чек-лист. Кратко я опишу вам все элементы, которые мы видим. С количеством входов мы определились, в нашем случае вход 1. Описываю лестницу. Предупреждающих полос на первой и последней ступенях нет. Ширина проступей менее 40 см. Высота ступеней более 12 см. Количество ступеней 6,3. Ширина марша лестницы более 135 см. Поручни отсутствуют.
Вместо пандуса здесь электрический подъемник, поэтому на все вопросы, описывающие пандус, отвечаем «не предусмотрено». Электрический подъемник очень хороший, что бывает редко, поэтому на все вопросы отвечаем «да». Входная площадка широкая, но навеса нет. Входная дверь открывается в сторону пандуса. Больше нарушений нет, отвечаем на вопросы «да». Тамбур широкий и глубокий. Кнопка вызова персонала есть на электрическом подъемнике. Все, входную группу мы описали. Система автоматически выставила оценку зоны. В нижней части страницы появилась еще одна кнопка «Дублировать шаг». Она нужна, если в здании есть несколько входов, и вы хотите описать каждый из этих входов. В случае, если вход один, нажимаете кнопку «Далее» и переходите к следующей зоне. Следующая зона – пути движения по объекту. Эта страница разделена на несколько разделов. Территория пути передвижения, покрытие пола, двери внутренние, лестницы внутренние, пандусы внутренние, лифты и электрические подъемники внутренние. Последовательно отвечаем на все вопросы. Если каких-то элементов нет, то выбираем ответ «не предусмотрено». Кратко опишу все элементы этой зоны, которые мы видим. Ширина пути более 1,5 метров. Пол твердый, без вибраций и зазоров, не скользкий, ковров нет. Дверей внутренних нет. Также нет лестниц, пандусов, лифтов и подъемников внутренних. Учреждение расположено на 1-м этаже, поэтому везде проставляем «не предусмотрено». В случае, если на вашем объекте будут лестницы, лифты и подъемники, двери, то описываете все. Итак, пути движения по объекту мы описали. Система автоматически выставила оценку доступности зоны. Переходим к следующей зоне. Следующая зона – это зона оказания услуг. Здесь мы описываем удобство расположения мебели и оборудования в зоне приобретения товара или услуги, например, высота стола и прилавков, наличие оборудованных мест в зрительных залах и так далее. Мы видим, что стойка администратора высокая, но вся остальная мебель нормативных размеров, поэтому выбираем «да». Есть несколько вопросов, которые не относятся к деятельности данного учреждения. Это вопросы о банковских и кассовых аппаратах, о вокзалах и аэропортах, об объектах культуры и спорта. Поэтому выбираем ответ «не предусмотрено» на эти вопросы. Все, зона описана, система автоматически проставила оценку доступности. Переходим к следующей зоне. Далее описываем зону туалет. Эта страница также разделена на несколько частей. Следует описать условия наличия уборной, двери, размеры уборной, раковину, унитаз и другое оборудование. Для начала нам необходимо понять, в каких случаях необходимо оборудовать туалет для посетителей, а в каких нет. Есть два условия для оборудования туалета. Это численность посетителей учреждения в час более 50 человек или продолжительность нахождения в здании более 1 часа. Если в наличии одно из двух этих условий, туалет необходимо оборудовать. Если ни одно условие не выполняется, то можно для посетителей туалет не оборудовать. Например, в аптеке, маленьком магазинчике, киоске и так далее. В нашем случае туалет обязателен, и он есть. Кратко опишу все элементы туалета, которые мы видим. Дверь в уборную 90 см, установлена до 18 февраля 2018 года. Поручней на двери нет, порогов тоже нет. Дверь открывается легко. Раздел «Размеры». Выбираем нужный нам размер санитарно-гигиенической комнаты. Это универсальная кабина. Ее размеры соответствуют нормативам. Ванная комната, уборная с умывальником и без умывальника не предусмотрены. Высота раковины и унитаза нормативные. Поручень с двух сторон унитаза, один поручень откидной, писсуара нет. Свободное пространство для разворота на кресло-коляске достаточное.
Есть другое оборудование: крючки для одежды и костылей, мыло, туалетная бумага, урна, электрическая сушилка. Но нет крючка для других принадлежностей, например, для сумки, нет зеркала. Если есть оборудование, то выбирайте ответ «да», если нет оборудования, выбирайте ответ «нет». Кнопка вызова персонала есть, она подписана, но ее размещение не соответствует нормативам. Следует отметить элемент, который есть. Он не обязателен, но мы его советуем устанавливать. Это мнемосхема туалета. Незрячий человек сможет самостоятельно ориентироваться в туалетной комнате. Это очень удобно. Все, зона описана, переходим к следующей. Следующая зона – навигация. Первый раздел на этой странице – это общая информация для всех категорий людей с инвалидностью. Далее разделы, касающиеся отдельных категорий инвалидности. Сначала общая информация – это шрифт, доступный для чтения, язык информации, государственный или русский, международные символы доступности, пути экстренной эвакуации, расписание, номера кабинетов, высота размещения табличек, электронное табло. В нашем случае выбираем на все вопросы ответ «да». Далее идет раздел по жестовой информации. Переводчика жестового языка нет. Визуальная информация для людей с интеллектуальной инвалидностью есть. Тактильные дорожки, текст со шрифтом Брайля, мнемосхемы есть. Но мнемосхема помещений расположена на входной двери. Это нарушение норматива. Переходим к следующей зоне. При оценке доступности услуги нам важно определить, это универсальный проект или разумное приспособление. Если услуга оказывается во всем здании, то есть любой человек может попасть на любой этаж и в любое помещение здания, то это универсальный проект. В этом случае мы выбираем ответ «да» в строке «Универсальный проект» и в строке «Разумное приспособление» выбираем ответ «Не предусмотрено». В случае, если можно на первом этаже получить весь спектр услуг, то тогда мы в строке «Универсальный проект» выбираем ответ «Не предусмотрено», а в строке «Разумное приспособление» выбираем ответ «Да». И тот вариант приемлем для нас. Но если не все этажи и не все помещения доступны, а на первом этаже здания мы не можем получить все услуги, то тогда в этих строках мы выбираем ответ «Нет». Это будет означать, что для людей, передвигающихся на кресло-коляске, для родителей с детьми на колясках, для людей, передвигающихся с помощью ходунков, услуги на этом объекте недоступны. Следовательно, сам объект также недоступен. Далее необходимо ответить на остальные вопросы. Система оценит доступность этой зоны, а мы переходим к последней зоне общественного объекта. Следующая зона – доступность и безопасность услуг для детей до 7 лет. На этой странице вопросы также разделены на несколько блоков: заведение общественного питания, досуг, безопасность и инфраструктура. В данном случае на объекте детская зона не предусмотрена, и, соответственно, мы на все вопросы выбираем ответ «Не предусмотрено», поэтому система эту зону не оценивает. Хотя можно сделать замечание, что на этом объекте должен быть пеленальный столик, комната для кормления ребенка, так как в это учреждение может прийти молодая мама с маленьким ребенком, и им необходимо создать условия для кормления или переодевания ребенка. Такие комнаты уже начали оборудовать во многих государственных учреждениях. Все, мы заполнили весь чек-лист. Следует нажать на кнопку «Готово». После этого система выдаст нам сообщение, что объект появится на карте в течение суток после проверки модератором. Нажимаем «Ок». Вы завершили практическую часть. После этого необходимо перейти на страницу «Контакты» и написать нам сообщение. Например: «Здравствуйте, я прошла обучение, выполнила практическую работу. Занесла на карту Центр занятости в городе Павлодаре. Жду сертификат». И нажать на кнопку «Отправить». Мы вас поздравляем! Все дополнительные материалы вы можете скачать, они размещены ниже. Удачи!